Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев и в начале выпуска коротко о главном. 18 новых школ и более 20 детских садов. Чеченская республика в ожидании марафона торжественных открытий. Какие еще объекты построят до 2020-го? Глава региона и первый вице-премьер подвели предварительные итоги уходящего года. От равнины до высокогорья. Как проходит благоустройство населенных пунктов? Чиновники держат ответ перед главой региона. 1100 семей получили благотворительную помощь в виде одежды и 1265 семей в виде продуктов питания. Что такое дяхни и как получить стартовый капитал на собственное дело дозволенным способом? О новом проекте фонда шейха Заеда узнаете в нашем выпуске. Суть проекта дяхни заключается в том, чтобы предоставить денежные средства для людей, которые хотят заниматься либо откормом бычков, либо реализацией молочных продуктов. Еще одно богоугодное дело от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В республике Дагестан открыли новую мечеть. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах. В своей проповеди имам Адам Шахидов рассказал о любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, которая является важной частью веры мусульманина. إدال إلى تون ويش ورحونا تخداح نل دق مويزر تون إز تخدوز نل دق مويزر تون إز تخدايلا نانول دق مويزر تون إز دوخو شو دينح حد بالخيل باش بولش كيرنا دق ديش خيل دوش دولش خينا لا إدال إلى عليه الصلاة والسلام دق ويش مدر تخيل. По завершении проповеди верующие совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание по вопросам развития Чеченской республики. Самый главный из них – передача в аренду предприятий подведомственных Минсельхозу. Также глава региона заслушал доклады о текущем состоянии работы, проводимой в секторах, закрепленных за ответственными лицами. Обо всем подробнее расскажем в нашем сюжете. Первый вопрос на повестке – передача в аренду предприятий подведомственных Министерству сельского хозяйства Чеченской республики. Это поручение глава региона сделал еще в 2016 году. В 2014 году Межведомственная комиссия по протокольным поручениям задолженность по сельхозпредприятиям более свыше 1 миллиарда рублей. Долги шелуш, мы передали инвесторам 102 ГУПа. Общее финансирование инвесторов в сельхоз направление суммы составила 7 миллиарда 869 миллионов рублей. На стадии рассмотрения остается 35 группов. И осталось 31 в последнем подсчете, считаю. Рамзан Хаджи Кадыров выразил недовольство тем, что процесс тянется с 2016 года. Министру сельского хозяйства следовало уделить этому вопросу должное внимание, быть заинтересованным в исполнении поручения, отметил глава. С 2014 года, 2015 года отсели поручения, вот 16, 17, 18, 19 عدالة شو هو يشتغل. أنا سام ديل مصوم بلا заинтересован خليه شو هو ده أصلا. أحكي أشياء زي يزدون. Кадыров совещание, Кадыров совещание, есть Кадыров дон, а более после 15 года дон, еле дон, поручение шкочи, а сейчас больше дина, абуса дон, а хайна не хватает полномочий дон. Что они балцалерду и угрял дон, министры дон, босс дон, угрял хабалцалерду и дас, и мы дать хун белых яхквален дон, бери шай гидон, и хулучена, и решат дарур дош дать и вопрос дон, если его ищет дон, балгошту дон, ищет да. Далее глава региона заслушал доклады о работе по благоустройству районов республики, разделенных на сектора и закрепленных за ответственными лицами. В цели оказания поддержки социально незащищенным слоям населения, малоимущим и многодетным семьям, сиротам и полусиротам, региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, приобретена школьная форма и полные комплекты школьных принадлежностей для 612 детей.
1100 семей получили благотворительную помощь в виде одежды и 1265 семей в виде продуктов питания. Строительные материалы и денежные средства получили 152 семьи. С первого этапа перейти к водоснабжению, Белаш Алсабар, резервуар, что на первую и вторую нога, дохваты на Первомайская, уже сбор кьючу, железобетонная подушка, щащу, общая протяженность на водопроводе еще 30 километров, 20 километров еньялла, сельские, внутрисельские долдол, что не, что он грейдер, не, что единственное, что погодные условия, что он и хатум киекца байтер, погодом то елластон, сабудоцона, так, Исаак Бергал Мадахкар, администрация полностью диалогила, так, обживаться, что хайл поручение, что это китяхдуш хумадастон, что чекло, что кто-то. Также глава заслужил доклад заместителя министра внутренних дел Чеченской Республики Аптия Лаудинова, за которым закреплены горные районы региона. А поручение цены хидочо люрч, тебуч бол необоч бол люрч, так газиочо люрч албергалегер, так цайолч дона хинц ерчк дал мукладона и газил финансирование хинц и вопрос прорабатывать дешду, то дон так хидиллер вопрос прорабатывать дешду. Кроме этого, ведущий дал мукла ештона хинц уже дайволину, веселан уже был штаболин, ёк стадион хидольш, футбол, волейбол, баскетбол. В завершении глава региона выразил благодарность министру автомобильных дорог Абубакару Тумхаджиеву и министру культуры Хашбау Дидаеву за высокие показатели в работе. Также Рамзан Хаджи Кадыров поручил начать подготовку города к новогодним праздникам. Башир Саутиев, Азан Идрисов, Джабраил Синеев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Строительство социальных объектов, снижение безработицы и привлечение инвестиций. Предварительные итоги уходящего года подводились на встрече главы региона с первым вице-премьером. Иса Тумхаджиев доложил о работе правительства по реализации приоритетных задач. В свою очередь Рамзан Хаджи Кадыров дал ряд указаний и напомнил, что на исправление недоотчетов остается мало времени. Срок до конца года. Подробнее в нашем сюжете. Безработица всегда была одной из острых проблем, но благодаря проекту по поддержке молодых предпринимателей в развитие малого и среднего бизнеса вовлечены свыше 23 тысяч человек, докладывает первый вице-премьер. На сегодняшний день из безработицы заниматься дешево, зарегистрированный показатель 23 тысячи работающих на этот год. Достижимый миллионный. По нацпроектам. На сегодняшний день совещание Рамзан Ахматович. Пока в данный момент ких шудел ких штабов, что он почти можно сказать ход строительства, рабочие места, что он дает, что он 159 участков площадью, 780 тысяч квадратных метров, инвестиций 1 637 миллионов рублей. Привлечение инвестиций остается приоритетной задачей, отметил глава региона. Для тех, кто готов вкладывать деньги в республику, нужно обеспечить самые благоприятные условия. Инвестиции через вот так говорить, что я тысяч рабочих мест, 100 рабочих мест, республика докол, но на самом деле и дороже государства, может взаимодействие ходить, Минэкономики поручение полностью, что курирует, что проблем его воен решить решить Ни один строящийся объект не должен простаивать, а от некомпетентных людей надо избавляться, подчеркнул Рамзан Хаджи Кадыров. مسنا بلوش بتاعتنا بلوش بتناجي دون تاني دون شين بلوش بود لا تدرس كدون حاجة كسان أبيك مليت دون مثلا جاك يأكل شيء جاك يأكل بعض الشيء ده صار непосредственно بقى دون موت أبيك بابنا تصير هو زموج دون تان جاك بأكل بعض دون كده بمن سريد الاشتياق بدون جاك بقى دويل ده سريد إن شوارت أرجنزاتي شو دون كمباني شو تندر بدر كتير دون حاجة بول على وش دون حاجة دون وزموج يلتشن دون تريبوت качество работы,
конце года глава республики проведет итоговое совещание, где выслушает отчеты о проделанной работе всех руководящих лиц. До конца года остается немного времени, но достаточно, чтобы исправить ошибки и усилить работу, подытожил Рамзан Хаджи Кадыров. Магомед Садыков, Джабраил Синеев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Усиление деятельности телевидения, печатных изданий и информационных агентств в интернете. Глава региона обсудил вопросы развития деятельности региональных СМИ на встрече с помощником главы Чеченской Республики, директором ЧГТРК Грозный Ахмедом Дудаевым. На повестке также обсуждался вопрос нравственного воспитания населения. Рамзан Хаджи Кадыров призвал усилить работу в данном направлении. Обо всем поподробнее в нашем следующем сюжете. Анализ проделанной работы и выбор приоритетных направлений – это ежегодная практика, позволяющая работать максимально эффективно, отмечает Ахмед Дудаев. Так, статистика зрительских предпочтений указывает на растущий интерес к получению информации из интернета. Телевидению теперь приходится быть гибким и отвечать запросам аудитории. Ежегодная практика, опросы беш болбала в руководстве беш болбала, анализируется приоритетные направления, что определить год здравоохранения, журналист и темы институт семьи, инвестиционная привлекательность туризма, а главное направление. В начале года актуальное направление, что определить задача выполнить теорию алхит, что условия журналист СМИ, условия, что проблемы технические. Материальное оснащение. Рамзан Хаджи Кадыров высоко оценил работу представителей СМИ Чечни. По его словам, они служат мостом между населением и властью. Однако существует и третья сторона. Это те, кто распространяют сплетни и сеют вражду в республике. Социальные, политические, безопасность, Бусал Дин Мастер будет он враги ислама, они не меняют свою политику. Он сам бачат, я история, что он saydı светские, исламские, массу авар бурбот, наадон, исторические, массати дона, асати дон, болбичи, гушал, халла, паямар дел самаши дон, волч дюнда, и давечен дюнда, ю ахадох дон хумше, и Бусал Дин Мастер, хисная система. Вы там ялло. وبوح صوح بعد بيش بدأ استوني عمل على نيا دانا سوى دعوش توقدك شادي لقي دانا بوصل دين غلق زكون بصوا ما دان أدمي داخل عير اشتاد وشادي ليش تعنيف الديش دو ويدعو نوتري ريسبوبليكي برتخل بيز زابل ديالا ما ساعتي وبرتخل بيز وبرتخل داديز وبرت قلب عقد سبيز ألا سو شادي ليش دعو ومن أيش دول معوش دعو سو نيا بنقدسون. Говоря о нравственном воспитании населения, глава Чеченской Республики напоминает о важнейшем аспекте формирования религиозно-патриотического духа граждан – институте семьи. يجي حسنين دوزل دون ده أدم لندش ده خاديش يتود يرت بچال مستوى ما دون حدي ما ده بيدسون شل شادون غلقي سوغوش شيء دوزل شلا دون كيفش يجي دوزل صيقوتش Рамзан Хаджи Кадыров также призвал региональные СМИ чаще рассказывать достоверную историю чеченского народа. Молодое поколение обязано знать истинную картину прошлого, заявил он. К сожалению, сегодня очень многие искажают события 20-летней давности. Als iets geen zo wel, zo wel zijn aanval dat zo laat zo'n aanval dat je na was gele, hint goed is zo'n 1% goed geleerd is, iets pas is tam zijn ola kaarten zijn dan is ik pas geen nemen goed is. Naskoke haar geen do motso do don hij dus heb niet meer meer zo. Ha kwaad heel dat كل ده سو حدوش خشلك تيستلش انت اقدر من اورم ده بس ايوه عنده على رباشه بس عنده على شو يدو ولا شو جات ام تبقى تشك ده كده عشان ابقى يشتغل يعني مو خوجه ده سبيسول كنا يتشك ده كلي خلي يقوي يوم يتشك ده كده ده سو سيمت شيء نعبغت
Ну, кому-то нужна была война в Чечне. Ну да, хилла он белла. Вы он чек бяхна камада халава. Глава Чечни поблагодарил Ахмеда Дудаева за проделанную работу и отметил, что работа в СМИ является одной из самых ответственных. Короче, он считает, объем работы, целый объем работы. Он молодой, скетчинг, эти задачи, практически Tuba bi mudon we bush bot will block to is don правильно осуществлять воздушный дон. Як ты задача воевать и точно дон. Балурбу we mesela водишь дон, то дон. Ты нас того чандон. Тела саду дон юга дон, а понимание юга это было. Ну малой we сам система, смесь система. Цатег малой айдон. Говоря о работе региональных СМИ, Рамзан Хаджикадыров обращает внимание на эффективность прямых эфиров. Так, по инициативе главы Чеченской Республики на телеканале Грозный существует программа «Особый разговор». Зрители могут напрямую задавать вопросы первым лицам Чечни по горячей линии. Прямой эфир первый этап, второй этап. When we still got those stories, yeah, like I said, on this, yeah, probably gave it also an analysis of this. Shouldn't move it in stone and like mulched on the problems body that which well hit on. Hamel shows the Michina you died on over is known. That's a coach in don. Let's go bots in our kitchen there with these alligator or that's it on. Прямой эфир. Первый цикл чакалируя более 5000 вопросов донирован на все наши ресурсы, так касараха доктор вопрос уже решить донир. И мостик между властью и обществом, это манина, я знала, он уверен, что проблем озвучивать его. Параллельно с прямой эфир латиновой в соцсетях прямой эфир выдавать решуешь. Мы санаем, что решаю без цензуры, без выборки самый критический, самый сложный вопрос. Это прямой эфир, непосредственно поднимать до это прямой эфир, чу студию, чу звонки, принимать его. Ищет проект аналог на самом деле. Это нараньше проблем в прямом эфире с первым лицом, чтобы обсудить проект Ерна. В 2020-м объявленным годом туризма в республике ожидает множество гостей. Рамзан Хаджикадыров призвал широко освещать уже существующие туристические маршруты. Для этого СМИ региона имеют все необходимое. Асхаб Зазылаев, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Департамент по связям с религиозными и общественными организациями возглавил заместитель муфтия Аслан Абдулаев. Он также один из имамов центральной мечети «Сердце Чечни». Молодой богослов зарекомендовал себя как специалист высокого уровня в области шариатских наук. Духовное образование Абдулаев получал в одном из ведущих вузов на Ближнем Востоке. Подробности в следующем сюжете. Аллаху, 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 Аллаху. Встречи в таком формате проходят нечасто, но эффективно. Диалог без высоких трибун проходит будто на равных. Дружеская атмосфера и неформальная обстановка располагают к интересному общению и большому пониманию. Работа с подрастающим поколением – основная задача департамента по связям с религиозными и общественными организациями, который теперь возглавляет молодой богослов Аслан Абдулаев. دالا وين دين دول ديك وويل دويل دلشة وويل إني دير دولش أتصل دوقة شورت دال ديك نشتلوه قيش قرآن آية شعبه دال شاشون دلش ديكن بما بيزا أشخان بح دما ديزا الشكر ده لا أزيدنكم صديق نعساد وخردوش أشوبه ولئن كفرتم أش كرستل ده Аслана Абдулаева в республике знают давно. Его проповеди звучат с мимбара центральной мечети, в эфире телеканалов, радиостанций и соцсетях. Муазу алейхи алейхи салату вассалам. هذا الإلش كان دوش قيمتنا أخمتن دال حسب دي دوينا. يرشد عليه الصلاة والسلام وقال معاذ يا معاذ يا الله ويحق ديق از موال يا معاذ. Аслан Абдулаев окончил Исламский институт Абу-ан-Нур города Дамаск в 2002 году. Затем поступил на аспирантуру по направлению шариатские науки. Спустя еще 3 года студент из Чечни становится знатоком исламского права.
أخبلخ أخديني ويقوش ردويتي الأخيث شا من لو ولستجو تبلخ ويقوش ردات وين خنتو أريات دولشة أتصلا دقي إنزري دقي بلخش دين أغور ويمحكع فزي سيلا ولستالا يغا باچا دال ديكن سبيقن بوين تونيق دق أمل حيقشونا دال ديكن سبيقن بوين هينز دادولشونا ويا كورت عالش لخويو يبولخ قي سيقن تحت دبغي ترى فزي سيلا ولستالا شاريز ولشون تانيستويلوي угур квартедег дель резвар войпачал арбеком был некибу. В 2014 году Аслана Абдулаева назначают заместителем муфтия Чеченской Республики. Он и сейчас совмещает эту должность на новом посту. وين حاول شوشل أصلاً خزدل خير دولش قشيت تيشم بولش غيلق دولش يزدين قليلش مفتي شعبوا بش زمان شحا حولا يردي الشيء شيء دخودين دولش طالما تعزان زلدي لود سينسو دلا يرمدين دولار خو ألا وين واس سينسو خديل رزقيل ويبتشعنا رمضان عجن لا شويلز ديك خارجن بتصوبينك ونالشي شاولش متاع دوغلوش قاحيوش بوبير بولش قاحيوش حووش اصلا. Помимо работы с подрастающим поколением в рамках единой концепции в задачи департамента входит укрепление института семьи. Вместе с духовным управлением здесь смогли добиться воссоединения около 2000 разведенных семейных пар. Организация масштабных религиозных праздников также лежит на департаменте по связям с религиозными и общественными организациями. В этом году таким торжеством стал день рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Но и это не все. Сотрудники департамента вместе с силовыми ведомствами участвуют в профилактике экстремизма и терроризма. Ведь, как известно, слово сильнее оружия. Асхаб Зазалаев, Аслан Висхаев, Аймран Абазаев. Неделя. Очередная благотворительная акция от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. На этот раз она была адресована самым маленьким жителям региона. Ее приурочили к окончанию месяца Раббиуль-Авваль, в котором родился лучший из людей, мир ему и милость Всевышнего. Более 50 тысяч кукурузных хлопьев развезли по всем районам республики. Все подробности в нашем следующем сюжете. Масштабная благотворительная акция взяла свой старт из поселка Ойсхар. Здесь началась погрузка более 52 тысяч пачек кукурузных хлопьев, которые отсюда стали развозить по всем районам республики. Благотворительная акция организована региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова для самых маленьких жителей региона. Тем временем сладкие подарки добрались и до города Аргун. Раздача проходила в детском реабилитационном центре и в общежитиях и стала настоящей неожиданностью даже для взрослых. أحمد حجيز أرخيولشو فوند كيغل حيولش أيماني حجز أو باتش رمزان عشقو أرجون شعرشو أقادوقة دايتين الصوت دو بيرش تصغير ترديشة بيري دوغ يسر وز بيرش يا أقوي باتشا ديدريس خلصون وين مخاقر مسارتا شبال خلريتر مسارنا شنا وصل دغير خلريتر تسونج شارتا تاكيجي هلوشتول بيرش تا تاقا سبورتسمنشتا علم عام وشل بولش تاقا علم ناختا شت مسارنا ناق وصل دغير شوال شلريتانا شت بو بيري دوغ يوتوش تاقا أربعين بو. География раздачи подарков очень обширна. Курчалой, Урус-Мартан, Шалей, станица Наурская и Шелковская, села Ачхой-Мартан и Ютумкали. Раздачу проводят адресно, чтобы маленьким жителям не пришлось стоять в очередях. Не обошли стороной и школы. Учащиеся тоже получили подарки. Такие акции проводятся регулярно. В столице республики во всех районах работники префектур за считанные часы раздали большое количество кукурузных хлопьев. Акция продлилась еще несколько дней. Башир Саутиев, Имран Абазаев и Идрис Дикаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя.
Еще одно богоугодное дело от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. В Республике Дагестан открыли новую мечеть. Жители селения Кандаур Хасавюртовского района начали строительство святыни еще в 2015 году. Из-за нехватки финансовых средств работа была приостановлена. Местные жители обратились за помощью к Рамзану Хаджи Кадырову. Просьба была выполнена в кратчайшие сроки. Открытие мечети посетила и делегация из Чеченской Республики во главе с муфтием Салахом Хаджи Межиевым. Все подробности у Башира Саутиева. С самого утра в дагестанском Кандаур-ауле царит праздничная и волнительная атмосфера. Этого дня здесь ждали давно и с нетерпением. На открытии новой мечети люди идут со всего села, а еще много гостей. Пятничную молитву они впервые совершат все вместе в едином джамаате, а главное – в Доме Всевышнего. Эту мечеть жители села начали возводить еще в 2015 году, но закончить строительство не хватило средств. После обращения к главе Чеченской Республики Рамзану Хаджи Кадырову на помощь пришел региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который взял на себя полностью финансирование строительства мечети, и оно наконец было завершено. Мечеть двухэтажная и вмещает более 800 человек. Кроме этого, обустроена медресе с группами для мужчин и женщин. Альхамдулиллах, Аллах помог, Аллах подключил на это дело. Попросили Рамзану Ахматовичу, и он построил нам, завершил нам этот мечеть. Баракат, иншаллах, баракат этого мечети будет. Будем обучать детей, будем преподавать уроки взрослым, детям. Иншаллах, польза будет, большая польза. На открытие прибыл и муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Вместе с духовным лидером Дагестана они разрезали красную ленту и поздравили верующих с этим событием. خلق وين الحمد لله دال خاصة بو دال خاصة بوي دال شكر دوي وين يطيب نعمة شتيح دال وين تعدلر وي باتشع رمضان عجدال عال شوالي زا اقا شي مخكل ارحا اشت ديل خصم يحار الا شيك دي غدينا شمت يح عول سيريا دول شتول خالد بن وليد دل خيلسون صنصرا دول ماجدك زكريا بايمار دل سلام خيلسون اتشعول شتول مسجد الأموي ماجدك تيك قاتشلز يروساليم قاتشلز يا دل خصم شيوخش يا دل خصم شيوغن تيحا بعرمت سكال سوترل سيش يوخ كماشو غوچا يوخش اوستايفان قاهيوكش حوو شو ازغلوش دال سونا دال ديكنز بيخن بويل اقا اشتشيغر كماشو غوچوخش قاهيوك شول ويمخنان ايمانا حاجنا дал диканс бехан бойл. Мы знаем, что пятница особый день для верующего, и открытие этой мечети для селения Кандаур и жителей этого села и всего района это радостное событие. Мы знаем, что уже 14 веков как строятся мечети. Алхамдулиллах, еще один дом Аллаха открывается сегодня. Пусть Всевышний воздаст тысячекратно тем, кто словом, делом, материально, финансово вложился сюда, помог здесь. Пусть воздаст тысячекратно. По такому случаю в новой святыне прочитали мавлид и накрыли праздничные столы. За такой подарок местные жители тепло благодарили главу Чечни Рамзана Хаджи Кадырова. رمزان أخماوشن أبرشينينا وإت بوسي تخويت سوازي بيولا إشتهر ماجدك دعادل لنا إشتر سمو دوق خطان وقع دالا هو ماجدك بعنا دنا وين يوقع المرزوج أغول دال إيمان إسلام إحسان جاغدول قوي دال دوق ديك دول رمزان أخماتوشنا سنان В знак благодарности одну из улиц в Кандаур-ауле переименовали в честь первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В свою очередь глава района пообещал проложить здесь асфальт и установить уличное освещение. Башир Саутиев, Маусар Даудов, Джабраил Синеев.
В последнее воскресенье ноября в России отметили День матери. Один из молодых праздников в стране стал еще одним прекрасным поводом уделить внимание самому близкому человеку. Так, в Центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова учащиеся подготовили концертную программу, а внучка первого президента Чеченской Республики Хадижат Кадырова исполнила песню, посвященную всем мамам. В завершении праздника прекрасной половине зрителей вручили цветы. Хочу в первую очередь поздравить свою маму, свою бабушку. Хочу пожелать здоровья, хочу поздравить всех наших матерей, пожелать им счастья. Фонд имени шейха Заеда запустил новый проект, получивший чеченское название «Дахни». Переводится как «хозяйство». Речь идет о поддержке малого бизнеса по развитию животноводства. Удобство заключается в том, что такая заявка рассматривается всего за неделю. Заявитель должен иметь опыт и бизнес-план. Первым, чей проект был одобрен, стал Валид Дацаев. На развитие своего дела фонд Заеда выделил ему средства в размере 1 миллиона рублей. на перспективу диачун шу что на пейл кстати и еще каш ирёшу что не удал могойторю. Напомню, что фонд шейха Заеда по поддержке предпринимателей открылся в Грозном в 2017 году. Всего за 2 года здесь рассмотрели свыше 1000 заявок. Сейчас на стадии реализации более 30 проектов. Суть проекта «Диагноз» заключается в том, чтобы предоставить денежные средства для людей, которые хотят заниматься либо откормом бычков, либо реализацией молочных продуктов. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Адикел Шумарш Ойл.